Проверка зрения, медкарты на наличие заболеваний, рост, вес, хорошее здоровье – главный критерий службы в армии. Уровень самочувствия определяют несколько врачей узкого профиля – окулист, невролог, терапевт, стоматолог. Почти всех прошел Ибрагим Евлоев. Проблем со здоровьем у него нет, к службе он годен, да и желание пополнить ряды вооруженных сил страны у парня есть. Я думаю, что армия это будет хорошим уроком для меня и для каждого человека. Нужно пройти воинскую часть, службу свою, чтобы главное, чтобы уметь защитить свою республику в каком-то случае крайнем, чтобы в дальнейшем, если связать свою службу с военной частью, с военной службой, так я думаю. 96 новобранцев. Именно столько должен предоставить Назранский военный комиссариат в рамках весенней призывной кампании. Наши ребята будут служить в Национальной гвардии, сухопутных, военно-космических и военно-воздушных войсках. Часть направит в военно-морской флот. 20 апреля мы уже отправили 8 человек. Ребята пошли служить в войска Национальной гвардии на территории Северокавказского региона. Ребята с радостью пошли, родственники были, концерт праздничный был. Следующая отправка у нас планируется 26 апреля. Ребята от Назранского района будет 6 человек, 2 команды, военно-космические силы пойдут ребята служить. Нести службу в армии обязан каждый гражданин, достигший совершеннолетия. Для оповещения призывников сотрудники военкомата проводят большую работу. Организованы подворные обходы при содействии сотрудников администрации и различных общественных организаций. Ведут беседы с родственниками ребят, объясняя им, что ждет тех, кто уклоняется от прохождения службы. По поводу призывников, которые пытаются уклониться от военной службы, но этого не получится. Даже если ты сегодня, завтра спрячешься. Сейчас закон у нас вводит по обеспечительным мерам. Если ты не явился на эту комиссию, ты обязан будешь явиться на следующую комиссию, которая пройдет осенью. Уже автоматически, без повестки. Если ты и там не придешь, тогда уже начнутся обеспечительные меры. Прав могут лишить управления транспортным средством. Ну и запрет на всякие рода финансовые деятельности. Оформление земли, покупка земли, оформление кредита, ну и выезд за территорию Российской Федерации. Если у призывника есть проблемы со здоровьем, он получает высшее среднее образование или не может отслужить по семейным обстоятельствам, ему положена отсрочка. В армию не призываются и граждане с непогашенной судимостью или находящиеся под следствием. Остальные, не подпадающие под эти критерии, служить обязаны. К тому же год в армии и наличие военного билета значительно упростит задачу при дальнейшем трудоустройстве, отмечают в военкомате. Если ты отслужил, тебе проходной билет во все двери, в первую очередь работодатели на это смотрят. Ну и сейчас также готовятся какие-то изменения и в частных, во многих предприятиях. Сейчас очень многие частные предприятия связаны с оборонно-промышленным комплексом, и там то же самое смотрят на наличие военного билета. Вместе со срочниками военкомат набирает и тех, кто желает служить по контракту. Дело это добровольное. Возможность получить специальность, достойная зарплата и поддержка от государства – это лишь часть преимуществ, которые дает контрактная служба военнослужащим. Мы набираем военнослужащих по контракту, которые очень обеспечиваются социальными выплатами от республики. Получают они денежное довольствие в размере 100 тысяч. 195 тысяч получают от Министерства обороны. Плюс глава республики подписал уже указ о наделении всех военнослужащих по контракту, которые сейчас контракт подпишут, земельными участками на территории Ингушетии. Призывная кампания продлится до 15 июля. Всего в рамках весеннего призыва планируют набрать 147 тысяч человек по всей стране. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.